Всем здравия, уважаемые соратники. Итак, хочу показать вот такой документ, который мы подготовили и разнесли в организации, которую я вам сейчас покажу. Документ этот связан с базовыми станциями, которые сегодня растут как грибы после дождя. Мы в результате работы совместно с ИГТУ выяснили, что это не просто связь, а это оружие. На бланке общины коренных народов Великой Руси РСФСР Удмуртского региона, куда мы обратились к главе Удмуртской республики, председателю Государственного совета Удмуртской республики, начальнику ФСБ по Удмуртской республике, руководителю Следственного управления по Удмуртской республике, министру МВД по Удмуртской республике, прокурору Удмуртской республики, главе муниципального образования города Ижевска Удмуртской республики, руководителю Роспотребнадзора по Удмуртской республике. Итак, обращение требования. Мы, жители города Ижевска и Удмуртской ССР, коренной народ Удмуртской ССР, обращаемся к вам, замещающим должности государственных служащих вышеуказанных органов, несущих прямую ответственность перед народом и государством за соблюдение и охрану прав и свобод человека, гражданина, личности, а также как к лицам, проживающим на территории города Ижевска и Удмуртской ССР. Требуем обратить самое серьезное внимание на наше обращение, так как оно касается жизни и здоровья всех жителей города Ижевска, его окрестностей и республики в целом. Основные права и свободы человека и гражданина являются прирожденными и неотчуждаемыми для каждого человека, независимо от его гражданства, национальности, расы, этнической или религиозной принадлежности, пола, возраста, социальной группы, а также иных признаков. Данные положения нашли свое отражение в Уставе Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, во Всеобщей декларации прав человека, принятой на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции 217А в скобках Римская 3 от 10 декабря 1948 года, Международным пактом о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 года и целым рядом других международных правовых актов. Если нация убеждается, что господствующая в государстве власть направлена не на развитие ее культурных, исторических и иных потребностей, а наоборот, на их попрание, то не только правом, но и обязанностью нации является свержение такой власти и установление власти, соответствующей национальным интересам народа. Всеобщая декларация прав человека Организации Объединенных Наций. Эти же положения о защите прав и свобод человека и гражданина отражены в Конституции СССР 1977 года, в Конституции РСФСР 1978 года, в Конституции Удмуртской ССР 1978 года, союзных республик в составе СССР, действующих в настоящее время. Подтверждены в статье 2 проекта Конституции в скобках Устава Российской Федерации. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание соблюдения защиты прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Одним из основных прав граждан является право на благоприятную окружающую среду, которая непосредственно связана с другими базовыми правами и свободами человека и гражданина. Это право также закреплено в вышеуказанных международных национальных правовых актах, в том числе в статье 42 проекта Конституции Устава Российской Федерации. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением и конкретизировано в пункте 1 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 10 января 2002 года за номером 7 ФЗ об охране окружающей среды. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.
Пункт 2 этой же статьи закона также устанавливает право граждан создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране, принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных непротиворечащих законодательству Российской Федерации акциях, выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном порядке, оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды, обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду и получать своевременные и обоснованные ответы, предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде, осуществлять другие предусмотренные законодательством права. В настоящее время за короткий срок в городе Ижевске и по республике значительно увеличилось количество базовых станций, вышек, якобы сотовой связи, предположительно ПАО МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и других, являющихся источником постоянного излучения сигналов и электромагнитного облучения. Появились они в местах, в которых сигнал, судя по индикации на телефонах, и ранее был весьма устойчивый. Возникает вопрос, с какой целью они появились, если в усилении сигнала нет нужды. Электромагнитные поля, в скобках ЭМП, базовых станций в нашем городе Ижевске принудительно, ежедневно и круглосуточно уже на протяжении многих лет подвергают облучению жителей города Ижевска, детей и взрослых, беременных и больных, гиперчувствительных людей. Электромагнитные поля базовых станций сотовой связи осуществляют тотальное облучение всего тела человека. Вопросы негативного воздействия на окружающую среду и население практически никем не контролируются. Невооруженным глазом видно, что плоскопанельные высокочастотные излучатели сигналов базовых станций сотовой связи, работающие в диапазонах частот 900, 1800 и 2100 МГц, рупорные и сферические излучатели систем привязки базовых станций к опорной сети связи, чаще всего направлены прямо на рядом расположенные дошкольные, школьные учреждения, жилые и нежилые здания и прочие объекты инфраструктуры, в которых находятся люди. Режим работы данных базовых станций сотовой связи является непрерывным 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Установка указанных объектов создает прямые предпосылки для негативного воздействия высокочастотных излучений на огромные массы населения города Ижевской республики. В Российской Федерации действует стандарт, по которому в частности производится строительство базовых станций. В генетических требованиях к размещению эксплуатации передающих радиотехнических объектов СанПин 2.1.8/224 указано, что предельно допустимая плотность потока энергии для частот, на которых работают базовые станции сотовой связи 900, 1800, 2100 МГц, равна 10 микровольтам на сантиметр квадратный или 0,1 Вт на метр квадратный. Все это и послужило основанием совместного труда общины коренных народов Великой Руси Удмуртского региона города Ижевска с ИжГТУ имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Результаты получены с использованием методики обнаружения опасных зон СВЧ-излучения в городской среде и представлены в акте от 23 января 2020 года. Подтверждают значительное превышение плотности потока энергии в скобках ППЭ согласно санитарно-эпидемиологических требований
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях в городской среде, включая улицы, скверы, дома, транспорт, варьирует в большом диапазоне. Обнаружены зоны с уровнями, превышающими допустимые по Санпину 2.1, 2.2645-10, учитывая вольтерианские правила установления норм в Российской Федерации, значительно превышающие уровни безопасности по медицинским исследованиям 10-100 раз. Количество опасных зон увеличивается многократно. Однако, этим прямые негативные воздействия на организм человека не ограничиваются, поскольку существуют и другие возможности использования данных высокотехнологичных устройств для воздействия на организм человека с использованием их вторичных, скрытых, недекларированных возможностей. Ни для кого не секрет, что в США, Великобритании и других странах НАТО, а также в Израиле давно идут исследования по созданию различных образцов психотронного оружия, использующего именно СВЧ-генераторы. В связи с этим большую озабоченность вызывает тот факт, что все телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение, которое используется для организации сетей сотовой связи, мобильного интернета, привязки к опорной сети связи и другое телекоммуникационное оборудование, производится именно в США, Канаде, Великобритании и Северной Ирландии, Германии, Франции и других странах НАТО и их партнеров, а также Израиле и Китае. Таким образом, под видом обычной системы сотовой связи и мобильного интернета может быть построена и уже строится многоуровневая универсальная система, предназначенная для ведения скрытой войны против населения целых городов, областей, даже стран. Как видно из вышеописанного, чтобы попасть под управление данной системы, даже не нужно быть абонентом данной сети сотовой связи или мобильного интернета, а достаточно просто находиться на этой территории. Очень важно, что метод этой войны является современным аналогом троянского коня, который в понимании этого выражения имеет значение коварного дара, который несет с собой гибель для тех, кто его получает. Именно эта ситуация сейчас складывается на территории города Ижевска и республики. Данные вопросы не только затрагивают базовые и неотчуждаемые права и свободы человека и гражданина, но и напрямую связаны с государственной и национальной безопасностью. Таким образом, мы перешли от частного к общему, и именно поэтому обращаемся к вам, как граждане СССР, гражданам СССР, которые никогда не меняли своего гражданства, наделенными властными полномочиями, замещающие должности государственных служащих в Российской Федерации разного уровня. Принципы народовластия и верховенства закона нашли свое отражение в действующей Конституции СССР 1977 года, Конституции РСФСР 1978 года, Конституции Удмуртской ССР 1978 года, а также в проекте Конституции Устава Российской Федерации 1993 года. Мы обращаемся к вам, как к гражданам, проживающим на одной с нами территории, находящимся под воздействием основных факторов и условий среды, от которых невозможно отделить себя, а также своих родных и близких. К сожалению, большинство из нас в силу разных причин утратили способность распознавать и обезвреживать угрозы, которые были озвучены выше, и не понимают, что безопасность нашей страны в целом неотделима и от вашей личной безопасности и безопасности ваших семей. И это не громкие слова и не высокопарные фразы, а это реальность и вопрос нашего общего выживания в нынешних непростых условиях. Некоторые из тех, кто до сих пор в силу разных причин не осознает нынешние геополитические реалии, вольно или невольно действуют против своего народа, в том числе против самих себя, а также своих родных и близких. Это должен понять каждый из нас, поскольку в результате победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов советского народа удалось сломать шею и принудить к капитуляции германский вермахт, немецкую военную машину. Но, к сожалению, политические и экономические структуры Третьего Рейха в лице мирового сионизма смогли сохраниться, окрепнуть и продолжить новую, скрытую войну против нашей советской родины СССР, включающей в себя все народы и этносы, проживающие на территории СССР.
Война эта гибридная, идет каждый день, каждую минуту и по всем направлениям, основные из которых были изложены еще в 1945 году известным идеологом и организатором разведывательной и шпионско-диверсионной деятельности против СССР Алленом Даллесом в его размышлениях о реализации американской послевоенной доктрины против СССР, основные положения которых впоследствии легли в основу директивы Совета национальной безопасности США от 18 августа 1948 года и получили свое развитие в дальнейших документах. Ни для кого не секрет, что все родившиеся на территории СССР, вне зависимости от национальности, этнической группы, вероисповедания, языка и прочих признаков, относятся к великому русскому народу, против которого идет непрекращающаяся война наших давних геополитических противников, и каждый из нас идентифицируется ими как русский. При этом, как уже отмечалось выше, все, кто осознанно или неосознанно, корыстно или нет, активно либо пассивно, не замечает этих угроз для нашей национальной безопасности, работает на наших стратегических противников, для которых вопрос достижения контроля над нашей территорией является главной задачей, которая в настоящее время реализуется главным образом через контроль нашего сознания и нашей воли. Никто не должен испытывать даже малейших иллюзий, что его личность настолько уникальна, и он сможет сохраниться в условиях, когда против всех нас ведется эта скрытая гибридная война. Особенность которой состоит в том, что мы по сценарию этой войны разделены и уничтожаем друг друга сами. Только истинное единение всех слоев населения всего народа страны способно защитить нашу общую безопасность и нашу возможность сохраниться на нашей земле. Если некоторые из вас еще испытывают иллюзии, что смогут в критический момент покинуть эту территорию и воспользоваться подготовленным запасным аэродромом, то это лишь иллюзия, которая отвергается примерами из давней совсем близкой истории. Все наивно рассчитывающие на такой выход из ситуации, впоследствии так или иначе на чужой территории будут лишены собственности и капиталов и будут уничтожены, как свидетели и соучастники этого процесса. И не будет счастья и никаких перспектив и у ваших потомков. Это уже многократно подтверждали исторические события этой войны, которая уже не 1000 лет и которая идет по одним и тем же правилам и только подстраивается под текущие условия и уровень развития цивилизации. И именно поэтому мы, коренной народ, обращаемся к вам и говорим, что хватит работать на разрушение, пора всем вместе объединиться и вести работу по созиданию, а для этого мы все должны вновь стать подлинно единым народом. Ведь в единстве наша сила и непобедимость, как это было во все времена. Это наше обращение является призывом к нашим совместным действиям по обеспечению безопасности нашего совместного проживания на нашей земле и по предотвращению нежелательных последствий, которые могут наступить при непринятии срочных мер по наведению порядка, соблюдению законности и безопасности. Мы никого не призываем к агрессии, насилию, нарушению закона, экстремизму и прочим нетерпимым явлениям, а призываем к единению, совместному решению существующих проблем. Мы обращаемся к вам с заявлением о необходимости незамедлительного проведения детальной и объективной проверки вопросов, связанных с проектированием, установкой и монтажом эксплуатации на территории города Ижевска и республики высокочастотного телекоммуникационного приемо-передающего оборудования, предназначенного для организации мобильной радиотелефонной связи и услуг передачи данных, сотовой связи и мобильного интернета, которое установлено на телекоммуникационных столбах, вышках, мачтах, дошкольных, школьных, жилых и нежилых зданиях и прочих сооружениях. Необходимость принятия этих мер связана с лавинообразным ростом количества базовых станций вышеуказанного высокочастотного оборудования на территории города Ижевской республики, развитием самих технологий организации стандартов данных видов связи, увеличением количества операторов связи, которые участвуют в развитии данной сети. В течение последних лет количество вышеназванного высокочастотного оборудования возросло в разы, что заметно даже взгляду любого обывателя. Для людей, являющихся техническими специалистами в данной сфере,
Ситуация еще более понятна и тревожна. Эта ситуация не может не вызывать беспокойства населения за безопасность своего пребывания на территории города и республики. Во исполнение данного требования предлагаю вам довести содержание данного обращения до всех руководителей, сотрудников личного состава ваших учреждений для обеспечения максимального их информирования, обеспечения прозрачности в работе по данному обращению. Со своей стороны мы также примем все возможные меры по распространению содержания данного обращения и доведению его содержания до широких слоев населения города Ижевска и республики, а также других регионов нашей Родины. В случае непринятия вами должных мер реагирования на данное заявление в соответствии с поставленными вопросами и действующим законодательством, оставляем за собой право обращения международной организации для защиты своих прав человека, гражданина, личности и реализации своих властных полномочий в полном соответствии с Конституцией СССР 1977 года, Конституцией РСФСР 1978 года, Конституцией Удмуртской ССР 1978 года, а также проектом Конституции Устава Российской Федерации 1993 года. В период проверки по нашему запросу требуем приостановить все монтажные работы базовых станций до выяснения всех обстоятельств. В случае невыполнения наших законных требований в отношении демонтажа этих электромагнитных излучателей вам будет выражена нота недоверия в связи с сомнением в вашей компетентности и, как следствие, несоответствии занимаемой должности. Вышеуказанный текст и уведомления изложены на государственном русском языке, статья 4 Закона СССР о языках народов СССР от 24.04.1990 года, статья 68, часть 1 Конституции РФ, что не даст оснований к оправданиям на непонимание смысла настоящего заявления. Руководствуясь своими конституционными правами, законом об обращении граждан, требуем предоставить развернутый ответ по каждому из ниже перечисленных пунктов. Требуем: первое. Прекратить монтаж базовых станций на территории Удмуртской ССР, Удмуртской Республики. Второе. Демонтировать все базовые станции, влияющие на здоровье всех жителей города Ижевска и его окрестностей и республики. Третье. Отчитаться, каким образом будет возмещен ущерб, нанесенный здоровью гражданам, постоянно проживающим в опасной близости от незаконно возведенных объектов. Четвертое. Требуем предоставить мотивированный письменный ответ на почтовый адрес, заверенный влажной печатью, подписью уполномоченного должностного лица в отведенные действующим законом по обращению граждан сроки. Приложение. Первое. Акт использования методики обнаружения опасных зон СВЧ-излучений в городской среде, подписанный ректором МГТУ имени Михаила Тимофеевича Калашникова В.П. Граховым от 23 января 2020 года. 4 листа. Подписные листы от 01 февраля 2020 года. 2 листа. Председатель общины коренных народов Великой Руси Удмуртского региона Александр Вячеславович Булдаков. 7 февраля 2020 года. Лето 7528. Значит, почему мы это делаем? Сегодня все мы видим и понимаем, что население находится в мороке. И в результате личного участия в замерах мы сами убедились в том, что базовые станции, как сказано в тексте документа, превышают СВЧ-излучение в сотни раз. Поэтому народ находится под воздействием данного оборудования, поэтому он спит. Наша задача сегодня сделать все, чтобы наш народ проснулся. Благодарю за внимание.